Сегодняшняя наша лекция касается Чечни и чеченского фольклора. Вы знаете, что чеченцы являются нашими непосредственными соседями. Чечня соседствует с Грузией на северо-востоке. Чеченцы – это один из самых многочисленных народов на Северном Кавказе. Как было выявлено, подтверждается не одна параллель между грузинским и чеченским фольклорами почти во всех жанрах. В первую очередь, давайте поговорим о том, чем была обусловлена такая близость между фольклорными творчествами двух народов – чеченцев и грузин. Чем объясняется сходство этих деталей? В первую очередь, это объясняется соседством. Я хочу сказать, что Кавказский хребет никогда не был глухой стеной между Северным и Южным Кавказом. И естественно, что с незапамятных времен происходил обмен культурными ценностями, и соседние народы всегда были открыты для принятия этих культурных ценностей. Так же было и в этом случае. У нас достаточно исторических источников, чтобы говорить об этих контактах, начиная с древнейших времен. Чечня в грузинских исторических источниках упоминается под названием Дзордзукети. Конечно, обмен этими культурными ценностями был наиболее интенсивным тогда, когда Грузия была представлена на политической карте Кавказа как могущественное государство. Это X и XII века. Как раз с X века было особенно интенсивное распространение грузинской культуры в Чечне и также, конечно, в Ингушетии. Я считаю, что культуры этих двух народов, чеченцев и ингушей, очень близки друг к другу, настолько близки, что иногда даже трудно провести между ними грань. Начиная с этого периода, с X века, мы там уже встречаем памятники христианской культуры. Эти памятники расположены на территории Горной Ингушетии и на территории Чечни. К счастью, некоторые из этих памятников сохранились до наших дней. Например, я назову храм Тхаба-Ярды. О нем также есть фольклорные сказания. Особенно интересно то обстоятельство, что, согласно сказаниям, его строят грузинские цари. А также, согласно преданию, даже сами камни были привезены из Грузии, поскольку для них этот храм является сакральным. На храме есть грузинские надписи на Сантавруле. Как вам известно, там на барельефе изображены грузинские духовные лица и цари. В надписи Тхаба-Ярды упоминается епископ Георгий, деятель X века, и католикос Арсен II. В надписи также упоминается известный патриарх первой половины XI века, Мелхиседек I. Конечно, памятники были обнаружены и в Чечне. Например, в XIX веке был такой известный немецкий путешественник Аманд фон Швайгер-Лерхенфельд.
Его книга была издана в 1887 году. Он пишет, что в Чечне, на берегу реки Сунжа, стояла церковь, построенная царицей Тамарой, где чеченцы в XIX веке пока еще совершали культслужение, то есть приносили жертву, зажигали свечу и выполняли такие же обряды, какие были у грузинских горцев. Так что эта близость между нашими народами проявляется во многих аспектах, и этот исторический ракурс также свидетельствует об этом. Естественно, так не было только в X-XII веках. В жизни этих народов христианство оставило определенный след, а впоследствии элементы христианской культуры образовались в виде отдельных сюжетов в фольклорном творчестве этих народов. Там христианская религия в XIV-XV веках пока еще была сильна. Например, у нас сохранилось Евангелие, принадлежащее Магалашвили, на полях которого есть надписи, и среди них надпись о том, что во времена Георгия Блистательного, это первая половина XIV века, грузинский патриарх Эквтимий III, оказывается, путешествовал по окраинам Грузии, в том числе и в стране Нохчи. Нахчичи – это Чечня на чеченском языке, и понятно, что здесь подразумевается именно Чечня. В Чечне патриарх Эквтимий восстановил богослужение, а также он там оставил церковные книги для совершения религиозных обрядов. Это имело весьма большое значение, потому что, как вам известно, на Северном Кавказе, предположительно, богослужение совершалось как раз на грузинском языке. Именно этим объясняется существование грузинской терминологии в языках Северного Кавказа. Правда, там в настоящее время господствующей религией является ислам, но по сей день терминология, связанная с религиозным культом, фактически полностью вошедшая из грузинского языка. Я также хочу отметить, что в Чечне, например, в Хайбахе, это уголок горной Чечни, там в Хайбахе есть башни, на которых имеется изображение креста. По этому поводу существует два мнения. С одной стороны, исследователи думают, что, возможно, эти башни были построены грузинскими мастерами. Например, Всеволод Федорович Миллер. Он очень известный ученый, академик, кавказовед, осетинолог. Миллер с не меньшей интенсивностью исследовал древности Чечни и Ингушетии. Он думает, что, возможно, эти башни были построены грузинскими мастерами. Но одно ясно, что эти крепости, башни построены христианскими строителями. Об этом пишет один из первых чеченских исследователей фольклора, Умалат Лаудаев. Лаудаев жил в 1825-1899 годах. Он был офицером армии царской России и принимал участие в подавлении Венгерской революции в 1849 году, а также в русско-турецкой войне в 1877-1878 годах. Лаудаев в то же время был исследователем чеченского фольклора. У него есть работы по этому вопросу. Это имеет очень большое значение, поскольку сведения XIX века для нас, конечно, важны. Лаудаев прямо пишет, что есть чеченские предания, которые рассказывают нам о том, что строителями этих крепостей были христиане, но, к сожалению, эти сказания он не приводит. А может быть, Лаудаев записал эти сказания, но во всяком случае, на сегодня они утеряны. Я хочу отметить, что сбор образцов чеченского фольклора начался во второй половине XIX века. Тогда начался и сбор грузинских народных текстов тоже. Однако интенсивное исследование фольклора осуществился с XX века.
XX век был веком многосторонних исследований фольклорных текстов. В XX веке было сделано большое дело в этом направлении, но, как вы знаете, чеченский народ был репрессирован в XX веке. Этот народ перенес не одно бедствие, и я хочу сказать, что чеченский фольклор по сей день не изучен должным образом, не изучен так, как чеченский фольклор этого заслуживает. Причиной этого, в первую очередь, конечно же, является то, что в 1944 году чеченский народ был депортирован и фактически объявлен вне закона. В этот период многое было утеряно в архивах и других местах. В конце концов, этот народ на протяжении определенного периода был оторван от своих дедовских корней, и это имело очень большое влияние. Во всяком случае, те христианские сюжеты, о которых я говорю, многие были преданы забвению тогда, когда этот народ был оторван от Кавказского высокогорья и на протяжении определенного времени, с 1944 по 1957 год, проживал в Средней Азии. Я хочу вам сказать, что за этот период, конечно же, многое было потеряно, многое было предано забвению. В 1995 году в Шатиле я встретил одну пожилую женщину. Это была Мзекала Абаиевна Чинчараули, тогда ей было 79 лет. Она рассказала мне события своего детства, как хевсуры и чеченские горцы вместе отмечали религиозный праздник в святилище Анаторийского креста. Анаторийский крест расположен как раз на границе Чечни и Хевсурети, вдали от Шатили примерно на 7 километров. Как видно, Анаторийский крест считался святилищем Рджулян-Урджулота, то есть святилищем верующих христиан и неверующих в христианство. Во всяком случае, так называет хевсурская старейшая женщина это святилище и еще несколько других святилищ крестов в Хевсурете. В эти святилища приходили в гости чеченцы из Горной Чечни и вместе с грузинами отмечали религиозные праздники. Я записал несколько текстов от Мзекала Чинчараули, в том числе поэтические тексты о чеченцах. Из записанных текстов был один интересный текст, в котором описывался как раз праздник Анаторийского креста. Хевсуры фактически и по сей день называют чеченских горцев кистинцами. И вот Мзекала Чинчараули говорила, что Анаторийский крест предпочитал бачапурай, то есть кады, принесенные кистинцами, нежели быка, принесенного в жертву грузинами. Мзекала Чинчараули говорила, что чеченские горцы настолько были приняты самим святилищем, Анаторийским крестом, а дети особенно радовались приходу чеченцев в святилище этого креста. Мзекала Чинчараули вспоминала, что ее дедушка, Гиге, был худсосом, и чеченские горцы увозили его для освящения своих домов. То есть, в Горной Чечне, освящение дома и эти христианские элементы еще сохранялись до 1944 года. Соответственно, конечно же, сохранилось и культслужение, такое же народное культслужение, какое имеют, например, хевсуры, пшавцы, тушины и другие. Я давеча отметил, что одной из причин этой близости было распространение христианской культуры. Вторая причина заключалась в том, что часто были миграции, как из Горной Чечни в нашу сторону, так и миграция грузинских горцев в тейпы Горной Чечни. Конечно, на это были разные причины. Самой распространенной причиной был обряд кровной мести, который действовал до последнего времени, как у грузинских горцев, так же и у чеченцев. Например, есть такие сборники второй половины XIX века,
в которых печатались фольклорные образцы народов Кавказа. Было такое издание «Сборник сведений о кавказских горцах». Этот сборник выходил в Тифлисе. В номере 1868 года есть замечательный материал о фольклорном творчестве Горной Чечни. Автором является русский исследователь Ипполитов, который изучил этот вопрос на месте. Он прямо пишет, что, например, в Горной Чечне представители рода Зумсой говорят, что их предки пришли из Хевсурети. При этом Ипполитов говорит и о других родах тоже, что их предки пришли из Тушети и Аргунского ущелья. Также в Нагорье Восточной Грузии я фактически не знаю ни одной общины, где не проживал бы такой род, предок которого не был бы выходцем из Горной Чечни или Ингушетии. Эти родовые сказания и предания живы и по сей день в этих тейпах Нагорья Восточной Грузии, в Тушете, Хевсурете и во всех 12 общинах Пшави. Что касается ритуалов чеченцев и грузинских горцев, то они, конечно, были очень близки друг к другу. Крест и святилище никогда не были закрыты для чеченцев. Во всяком случае, нам следует думать, что некоторые названия святилищ Горной Чечни и Ингушетии должны быть вошедшие именно из грузинского языка. В частности, название Ерда должно иметь грузинское происхождение. Само это слово «ерда» не объясняется данными ингушского и чеченского языков, но очень интересно, что это название там распространено. Эртинан-Корта – так называется горная вершина в Чечне. Нам следует думать, что Эртинан связывается с Георгоба, потому что, когда чеченцы направлялись в Хевсурете на праздник Георгоба, они говорили «Эртинан-Вогу», то есть «Я иду на Георгоба». Об этом пишет чеченский лингвист Ахмад Сулейманов. Он издал книгу под названием «Топонимия Чечни», за эту книгу ему даже дали государственную премию. Этот ученый скончался, но он создал довольно толстый и очень ценный труд в этом направлении. И вот там Ахмад Сулейманов пишет, что чеченцы, направляясь в Хевсурете на праздник Святого Георгия, говорили «Эртинан-Вогу», то есть «Я иду на Георгоба». Рядом с Шатили находится село Георгий-Цминда, то есть Святой Георгий. Чеченцы называют это село Иерди-Ити, это название также связывается с Иерди, Георгоба, с именем Святого Георгия. А что касается реки с грузинским названием Георгий-Цминдисцкали, то есть вода Святого Георгия, то чеченцы называют эту реку Иерди-Ихи. Так что Иерда происходит от Георгоба, от имени Святого Георгия, поскольку, как видно, буква «Г» подверглась палатализации, что является лингвистическим процессом. Буква «Г» в начале слова Георгоба была ослаблена и превратилась в йоту, в результате мы получили Иерда. Я спросил у лингвистов, и как они говорят, такие процессы в языках являются универсальными, и фактически тот же самый процесс произошел с именем Георгий даже в венгерском языке. Там также Иерди. Следовательно, мы можем сказать, что в чеченском и ингушском языках Георгоба имя Святого Георгия стало обобщающим названием святилища и получило столь широкое распространение. Я не буду останавливаться на топонимах, ведь там есть топонимы, которые содержат «жаар», что означает «крест». С крестом связывается тот же Джарегга, название села из поэмы Важи Пшавелы «Гость и хозяин».
С крестом связывается тот же Джарегга, название села из поэмы Важи Пшавелы «Гость и хозяин». В названии села Джарегга окончание «егга» является топонимообразующим суффиксом в чеченском и ингушском языках. В Хевсурете есть село Муца, это приграничное село с Чечней. Там до наших дней сохранились башни и элементы традиционного быта. В селе Муца есть святилище во имя Пресвятой Богородицы. Когда Ахмад Сулейманов рассматривает топонимы, он отмечает, что святилище Пресвятой Богородицы Мариям, расположенное в селе Муца, чеченцы называют Тушеле. Конечно, Тушеле произошло от грузинского слова «гвтис мшабели», что на грузинском языке означает «Богородица». Вот это интересно, что Гвтис мшабели, то есть Богородица, была названа именем Тушеле. А в Горной Чечне подтверждается множество топонимов с композитом Тушеле. В Нагорье Грузии Адгилис деда, то есть матерь места, фактически отождествлена с Богоматерью. А в селах Горной Чечни существует культ Тушеле, что также связывается именно с матерью. Фактически это один и тот же культ, но в Чечне называется Тушеле, что является видоизмененной формой грузинского слова «гвтис мшабели», то есть Богородица. Как грузинские горцы молятся Богоматери, то же самое было и в случае с чеченскими горцами, они также молились перед Тушеле. Теперь я хочу перейти непосредственно к текстам и жанрам. Мы посмотрим, как построены там эти сюжеты. Книга «Хевсурская поэзия», которую издал Акаки Шанидзе, содержит несколько сотен баллад. Большинство из них касается как раз взаимоотношений хевсуров и чеченцев, кистинцев. Там грузинские горцы знают чеченцев по названиям их сел. Вы найдете балладу «Пховец» и «Шаванец». Шавана – это село в Ингушетии. Часто упоминается Медхуиц. Медхуа – это то же самое, что Мелхиста, Нагорье Чечни. В пшавских и хевсурских балладах особенно часто упоминается Майсти. Майсти также является одним из уголков Горной Чечни. В балладах также упоминаются Хилди-Харой, Телетегга и другие аули. Я заинтересовался, под какими названиями чеченцы знали грузин. Конечно, в своих сказаниях они тоже называют грузинских горцев племенными названиями. У чеченцев хевсуры упомянуты под названием Пхией. Предположительно, это название Пхией связывается с Пхови, историческим названием Пшави и Хевсурети. Таким образом, историческое название Пхови фактически сохранил чеченский этноним Пхией. Чеченцы называют пшавцев Шуа, а тушин называют Баацой, Баац. Вот, между этими народами была такая близость. К сожалению, нам, фольклористам, не предоставляется возможность побывать в Чечне, посмотреть тамошние исторические места и своими глазами увидеть чеченские святилища. А ведь в последние годы много чего было там обнаружено. Например, в приграничном с Хевсурете, Медхо, есть такое селище, Соипидия, точнее сказать, Саипхеда. В Саипхеда есть башни, где в 2016 году чеченские археологи провели раскопки. Там были обнаружены сакральные, культовые чаши с грузинскими надписями на Асамтавруле. Эти надписи на Асамтавруле не объясняются, не расшифровываются на грузинском языке.
Предположительно, что они использовали грузинский алфавит для передачи чеченских слов. Сами артефакты я, конечно, не видел, но мне прислали фотографию, и я увидел эти надписи на фотографии.